Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Нашу сегодняшнюю беседу мы посвятим деятельности ветеринарной службы. Об итогах ведомства за 9 месяцев текущего года мы поговорим с Саргыланой Павловой. Саргылана Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова на текущий момент эпизоотическая обстановка в нашей республике? На сегодняшний день эпизоотическая ситуация оценивается как стабильная, в отличие от наших субъектов, в которых в последнее время зарегистрированы такие болезни, как африканская чума свиней и бешенство, а также ящер. Это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край, Иркутская область. И усилиями ветеринарных специалистов ежегодно оздоравливаются от 15 до 20 неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных. И ежегодно также усилиями ветеринарных специалистов проводятся свыше 2000 лабораторных исследований, более 17 тысяч вакцинаций всех видов животных и птиц, и подвергаются ветеринарным обработкам более 2000 животных. А какие болезни животных чаще всего диагностируют в Якутии? Ну, как мы знаем, болезни, они не зависят от климатических условий, и все вирусы и бактерии, они легко приспосабливаются к изменениям внешней среды обитания. И поэтому в нашей республике могут возникнуть те болезни, которые чужды нашей республике. А на данный момент у нас чаще всего регистрируются лептоспироз и бруцеллез северных оленей. Саргылана Петровна, ну вот животноводы нашей республики нередко сталкиваются еще и с лейкозом крупного рогатого скота. Какова ситуация с этим заболеванием сейчас в хозяйствах региона и какой урон это заболевание наносит? Лейкоз – это хроническая вирусная болезнь крупного рогатого скота. И, к сожалению, в этом году зарегистрирован один неблагополучный пункт и проводятся все необходимые мероприятия по устранению, по ликвидации данного неблагополучного пункта. И все мероприятия сводятся к тому, чтобы не допустить большого экономического ущерба, это вынужденный забой животных. И так как лечение не разработано, если даже оно разработано, то это экономически невыгодно. И ежегодно для ранней диагностики ветеринарными специалистами проводятся диагностические исследования, то есть подвергается все поголовье крупного рогатого скота исследованию на лейкоз согласно принятым планам мероприятий. И за 9 месяцев этого года проведено около 5000 исследований для ранней диагностики, как я уже сказала, и положительно реагирующих на данную болезнь нету. Конечно, лейкоз крупного рогатого скота – это хронически протекающая болезнь, и при первой стадии она протекает бессимптомно. Но при гематологической стадии там уже возникают такие симптомы, как вялость животного, потеря аппетита животного, увеличиваются лимфоузлы, аборты, хромота. Вот это и дает огромный ущерб экономике. Бездомные собаки тоже относятся к деятельности ветеринарного ведомства. Вот они, например, создают угрозу безопасности в населенных пунктах, ну, если мы не говорим о других домашних животных. Какая работа проводится департаментом вот как раз в этом направлении? Департаментом за 9 месяцев работы департамента муниципальными образованиями республики отловлено около 3500 вот так называемых безнадзорных животных. И отловлено вот 3,5 животных, из них прошли регистрацию, кастрацию, стерилизацию около 2500 животных. Также они провакцинированы, промаркированы. И как следует нормам федерального закона, часть какая-то возвращена в прежнюю среду обитания. Около 100 животных возвращены своим владельцам, которые были утеряны и нашли. Да? И также у нас около 900 животных нашли новых владельцев. А вот, кстати, почему после того, как поймали безнадзорную собаку, провели с ней всевозможные манипуляции в плане того, что ее провакцинировали, откормили, сделали все необходимые прививки, поставили, возможно, чип, чтобы знали, что с этой собакой все в порядке, просто у нее нет хозяина, но ее возвращают вместо отлова?
Почему происходит именно так? Как мы знаем, с 1 января 2020 года начал работать так называемый закон о собаках. Он 498 под номером, и там проводятся вот указанные все мероприятия, и они обязательно должны возвращаться в прежнюю среду обитания, но в пунктах передержки животных или в приютах должны оставляться только агрессивные животные. И на территории республики имеется 7 приютов, которые отвечают нормам вот 498 закона. 5 из них являются муниципальными, и 2 приюта являются частными. И помимо вот этих 7 приютов у нас имеется 13 пунктов передержки животных. В таком случае, в любом случае, агрессивные животные только оставляются в приютах. А сколько выделяется средств муниципальным образованием вот, на работу как раз с такими животными, которые без владельцев? Финансовые средства выделяются в виде субвенций, и они распределяются Департаментом ветеринарии между муниципальными образованиями, органами местного самоуправления. В 2020 году эта сумма составляла 60 миллионов 640 тысяч рублей, и которая была распределена. Но, однако, в конце 2020 года процент освоения составил всего лишь 56%, и ввиду отсутствия приютов на местах. И в 2021 году сумма субвенций составила 60 миллионов, и по итогам 9 месяцев работы, вот проведения всех этих мероприятий, сумма освоения составила в процентах 60. Ну, смотрите, эта сумма достаточно немаленькая. На какие отдельные аспекты выделяется финансирование? Вот что конкретно может доставаться пунктам передержки бездомных животных? Как в законе прописано, это 7 мероприятий: отлов, транспортировка, проведение лечебно-профилактических мероприятий, стерилизация, кастрация, вакцинация и маркирование, и вот выпуск в прежнюю среду обитания. А сотрудники, вот скажем, пунктов передержки, их же тоже надо каким-то образом содержать. Вот каким образом они получают заработную плату? Заработная плата, она уже сидит в этих нормативах, в этих 7 мероприятиях. А сколько сотрудников должен иметь такой стандартный пункт передержки? Такого конкретного понятия на федеральном уровне не имеется, но 2 отловщика и 1 ветеринарный врач – это в зависимости от поголовья, которое отлавливается в конкретном определенном районе. Конечно, в городе Якутске намного больше, чем в других северных районах. А поголовье бездомных животных каким-то образом регулируется? Например, норма такое-то количество животных на 1 пункт передержки? К сожалению, вот такого норматива нет. Не принято ни на федеральном уровне, ни на субъектовых уровнях. А если мы говорим с вами об этом федеральном законе, он в основной своей части на что больше направлен? Это все-таки, как гласит сам закон, да, мы, люди, должны очень ответственно обращаться к своим питомцам. То есть, прежде чем взять щенка, котенка в подарок кому-либо, да, то мы должны уже решить этот вопрос потомства. Насколько оно будет желательно или нежелательно, да, значит, мы должны проводить стерилизацию, кастрацию уже в силу определенного возраста, да, и мы уже должны знать, как будем выгуливать, чем будем кормить, в какую школу щенков, котят будем ходить и так далее, какую дрессировку. То есть мы уже должны определить, для каких целей мы берем того или иного котенка либо щенка. Но ведь этот закон был принят еще в 2020 году. В 2018 году. В 2018 году. Но вот за столько лет с того времени, как он у нас появился, есть ли какие-то конкретные реальные результаты? Закон работает только 2-й год, и только по истечению какого-то времени, я вот думаю, 5 лет, по истечении 5 лет мы увидим результаты, потому что до этого момента у нас выпускались просто нестерилизованные и некастрированные животные. И с учетом проведения вот этих мероприятий поголовье должно уменьшаться, однако тут должны владельцы тех собак и кошек, которые просто
их оставляют на дачных участках по окончанию там сезона или не принимают меры по своевременной кастрации и стерилизации своих питомцев. Скажите, какие меры сейчас принимаются в отношении безответственных таких владельцев собак и кошек? К сожалению, на данный момент никакого рычага административного воздействия не имеется. До 2016 года у нас работали нормы Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. Однако они решением Верховного суда Республики были отменены как противоречащие федеральному законодательству. И на данный момент департаментом возобновлена работа по внесению изменений в этот кодекс Республики Саха-Якутия. А куда можно обратиться при выявлении такого безнадзорного животного? Такие вопросы к нам часто поступают. Это, если взять город Якутск, это звонки должны поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу города Якутска, либо управы округов. А в районах, конечно, это муниципальное образование. Саргалана Петровна, и также вот нередко, помимо того, что есть бездомные кошки-собаки, на улицах можно встретить табуны лошадей. И вот такие встречи могут быть, как мне кажется, гораздо опаснее для граждан, чем встречи с бесхозной собакой. Куда вот в этом случае надо обращаться, если встретил такое крупное домашнее животное? Еще в 2011 году было утверждены правила выгона, прогона сельскохозяйственных животных. Они утверждены постановлением правительства Республики Саха-Якутия. И органы местного самоуправления должны определить порядок выгона, прогона, выпаса лошадей, прогона лошадей и условия возврата при изоляции животных, например. Это контроль и определение вот этих условий полностью возлагается на органы местного самоуправления. Благодарю вас, Саргалана Петровна, за интересную и актуальную беседу. Будем с вами помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.